Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году. В Хангаласском Улусе ввели в эксплуатацию 4-й по счету объект здравоохранения в этом году. Многоквартирное общежитие в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района буквально разваливается на глазах. Почему там люди продолжают натуральным образом выживать? В канун Нового года в городе Вилюйске 45 семей переселенцев из ветхого и аварийного жилья получили ключи от новых квартир в современных трехэтажках. Строительство многоквартирного дома началось осенью прошлого года. И уже сегодня все они сданы под ключ. Напомним, что по этой программе в Вилюйском районе с 2013 года переселено 563 квартиры. И помимо этого 28 собственников получили денежное возмещение за изымаемое помещение. Переселились из квартиры, в которой мы проживали более 30 лет. Это была квартира, но частично благоустроенная, все удобства были на улице, постройки 60-х годов. И сегодня, придя в эту такой большую, просторную квартиру со всеми удобствами, да, все уже включено, есть и ванна, есть и даже есть плита, да, вот заходи и заселяйся. Мы сегодня утром тоже встретили всех своих соседей, все обменялись, все решили друг другу, пойдем в гости, будем ходить. Между тем, в Мегино-Кангаласском районе в поселке Нижний Бестях по улице Магистральная 1/6 жильцы много лет ждут переселения в новые квартиры и каждый год обращаются в разные инстанции с кипами бумаг. Но решения до сих пор нет. Многоквартирное общежитие, построенное в 80-х годах прошлого века, буквально разваливается на глазах. Вот-вот упадет все. Ходить невозможно, страшно. Покошенный пол, тонкие стены, холодные комнаты. В таких условиях жильцы общежития живут с 2009 года. Администрация поселка предоставила общежитие как временное жилье, но переселять жителей никто не собирается. Потопы, говорят жильцы. С наступлением холодов заселяются люди без определенного места жительства в поисках тепла и спят прямо в коридорах. Тоже пришлось закрыть из-за того, что постоянно сборище печей у нас находится. В таком состоянии душ у нас. Все течет, все сломано. Жильцы каждый год ходят по всем инстанциям, собирают кипу бумаг. И все ради заслуженного статуса жилья. С нами не хотят ни встречаться, ни общаться. Единственное общежитие в поселке, которое осталось в таком плачевном состоянии, никому не нужное, не вошедшее ни в одну программу. Ни ветхого жилья, ни аварийного жилья. Так кто же мы тогда? Бомжи? Или мертвые души. Или мертвые души. Вот как нам пояснил глава поселка Нижний Бестях Юрий Колмаков. Вопрос они ставят по переселению, но мы ищем пути
Пока я точку сказать ничего пока не могу. Но дом мы смотрим. Ну, уже сам придется ждать. Что делать-то? Придется ждать, потому что своим бюджетом администрация не может построить там 21 квартирный дом. Не можем мы сами построить, у нас бюджет не позволит этого. Это единственное жилье, где люди вынуждены жить с верой на то, что все-таки они будут переселены в комфортные условия для проживания. Гульнара Амосова, Мегина, Кангаласский район. Тем временем в Амгинском улусе в селе Аннес введено в эксплуатацию новое здание детского сада «Дуранчик» на 75 мест. Старое здание, построенное в 1970-х годах, давно было признано аварийным. Из-за этого коллективу и воспитанникам приходилось ютиться в двух приспособленных помещениях. Коллектив более 20 лет добивался строительства нового детского сада и, наконец, в 2019 году забили первые сваи. Детсад построен в рамках национального проекта «Демография». Дети смогут посещать образовательные учреждения с 2 месяцев до 8 лет. Новое здание отвечает всем современным требованиям и полностью оснащено всем необходимым оборудованием. Построен в рамках национального проекта «Демография». В этом году в республике будет введено 50 социальных объектов, в том числе 14 детских садов, 11 школ, 8 объектов здравоохранения, 10 объектов культуры. И, конечно же, мы очень рады и будем продолжать эти темпы строительства. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы площадью 1,1 гектара. В настоящее время на территории агрокомплекса сооружены 15 тепличных блоков общей площадью более 3 гектаров, которые производят 1500 тонн овощей в год с плановой мощностью 2500 тонн. В рамках завершения строительства прошло торжественное мероприятие, в ходе которого глава республики Айсен Николаев посетил 6 новых тепличных блоков, которые уже начали свою работу. Самое главное то, что высокие экологические стандарты продукции «Саюри», которые были заложены нами еще в 2016 году вместе с нашими японскими партнерами, они сейчас сохраняются. И на самом деле это, наверное, лучшая продукция, которая выпускается в тепличных комплексах. Уверен, что и дальше «Саюри» будет также успешно работать. Сегодня уже есть предложение по наращиванию производства. Но, как говорится, здесь уже будем смотреть. В Хангаласском улусе ввели в эксплуатацию 4-й по счету объект здравоохранения в этом году. На этот раз врачебную амбулаторию в селе Нулаханан. На открытии объекта побывала наш корреспондент Виолетта Засимова. Строительство нового здания началось в сентябре этого года. Его решили возводить во дворе старой амбулатории. К слову, прежняя амбулатория функционировала с 1990 года. Как раз в этот год после окончания медфакультета ЕГУ приехала работать участковым терапевтом Маргарита Пахомова, которая сейчас является заведующей амбулаторией. Когда я молоденькая приехала, тут участковая больница начала открываться. Все оборудование сама привозила с города Якутска на машине. Тогда сельсовете давали чековую книжку, на руку брала и за оборудованием сама ездила. Туда-сюда зимой, в декабре. Новое здание амбулатории модульного типа, благоустроенное, площадь 158 квадратных метров. В нем имеются кабинеты врача, фельдшера, акушерки, процедурные и прививочные кабинеты. Предусмотрено помещение для дневного стационара на 2 койкоместа. Модульные здания – это легко возводимые конструкции, быстро возводимые. Да? В этом их основное преимущество. А так они в целом не уступают капитальным зданиям, потому что используются вот эти ЛСТК, так называемые сэндвич-панели. Да? Вот, они достаточно долговечные, где-то 15-20 лет они служат. Преимущество еще в том, что они энергоэффективные очень. То есть как термос, очень теплые эти здания, да? Без теплопотерь. Общая стоимость объекта – 9 миллионов 850 тысяч рублей. Эти средства были получены через договор финансовой аренды – лизинг. Платежи по нему будут перечисляться из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Мы перед этим проделали довольно такую большую работу с территориальным фондом ОМС и с Министерством здравоохранения.
Мы выходили даже на федеральный фонд УМС в Москву и получили одобрение на реализацию этого проекта. Надо сказать, что это в лизинг первый объект, наверное, в республике и в нашем районе. Как известно, 2021 год в Якутии объявлен годом здоровья. Нынче в Хангаласском Улусе ввели в строй 4 объекта здравоохранения. Врачебная амбулатория в селе Синск, фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Ручей, офис врача общей практики в селе Кердем и врачебная амбулатория в селе Улаханан. На очереди ввод 5-го объекта – нового здания станции скорой медицинской помощи в городе Покровске, которое запланировано 30 декабря. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Проблему сохранения языков народов Якутии обсудили сегодня на круглом столе. Мероприятие прошло в смешанном формате. К присутствующим онлайн подключились специалисты со всей республики. Проблемы поддержки и сохранения якутского языка обсуждали специалисты-исследователи, работники образования и представители средств массовой информации. Обсуждались вопросы, связанные с отсутствием современного контента на родном языке, неактуальность тем в печатных изданиях. Также речь шла об образовательной программе изучения якутского языка в школах. Участники круглого стола предлагали свое видение решения проблем. В основном все предложения касались оптимизации работы с представителями дошкольного и школьного возрастов. Проблема очень большая. Дело в том, что дети и молодежь перестали читать на родном якутском языке. На это, конечно, сказывается наша повседневная жизнь, влияние интернета, ютуба, тиктока. Примем рекомендации, будем обращаться к главе республики Айсену Сергеевичу на имя правительства, Министерства образования, культуры, да, и к кинодеятелям будем обращаться, и чтобы вместе начали работать над этой проблемой. В Якутске выявили победителей и призеров республиканского турнира по боксу, посвященного 75-летию Бориса Неустроева «Мандар УЗ». Соревнования собрали на ринге спортивного комплекса «Триумф» порядка 50 спортсменов 2006-2007 годов рождения из 7 районов и 3 столичных спортивных школ. Борьба за медали проходила в 12 весовых категориях. Победители турнира, помимо медалей в качестве приза, получили якутские ножи, изготовленные учениками Бориса Неустроева. Организаторы турнира отметили, что они планируют сделать данный турнир традиционным. Тренера будут присматриваться к спортсменам. Возможно, кто-то из чемпионов, кто-то победителей или участников будет участвовать на Детях Азии. Видно, что каждый спортсмен стремится, имеет огромное желание боксировать и стремится к победе. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале.